Можно? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас последний, завершающий вебинар по теме «Доступная среда». Как вы знаете, уже у нас прошло 3 вебинара, сегодня уже последний, заключающий, 4-й вебинар. По итогам каждого вебинара была возможность у наших слушателей и специалистов пройти тестирование для того, чтобы в итоге подкрепить свои полученные знания и получить сертификат о том, что человек прошел обучение по теме «Доступная среда». Сегодня с нами опять Оксана Андреевна, да, которая познакомит нас сегодня с заполнением документов, покажет, как это делать, даст какие-то определенные шаблоны, да, на которые можно опираться в своей работе. И еще раз хочу вам напомнить, что после вебинара можно пройти тестирование. Тестирование будет заключительное. Тестирование будет открыто до понедельника. В понедельник в 9:00 оно закроется, и после этого уже, в принципе, будут формироваться сертификаты. Сейчас я хочу предложить слово уже Оксане Андреевне. Удачно вам всем поработать. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие слушатели. Итак, сегодня мы с вами продолжим, серию вебинаров по доступной среде. И сегодня я вам расскажу про оформление документации по итогам паспортизации. Итак, начнем. Как вы уже, наверное, сами знаете, что основным у нас документом является паспорт обследования доступности. Это основной учетный документ, который содержит информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры ОСИ и предоставляемых на нем услуг. Паспорт у нас содержит общие сведения об объекте, сведения об организации, характеристика вида услуг, состояние доступности объекта. Что имеется в виду? Это пути исследования, доступность услуги, доступность основных структурно-функциональных зон, о которых мы с вами рассказывала я вам на предыдущем вебинаре. Итоговое заключение, то есть доступность в целом, и управленческие решения. Итак, в начале обследования у нас на каждом объекте руководителем рабочей группы, про состав рабочей группы вам рассказывала Валентина Алексеевна на предыдущих вебинарах, поэтому я тут уже останавливаться не буду. Руководителем группы проводится краткое установочное совещание с участием всех членов рабочей группы, в том числе и привлеченных представителей обследуемого объекта. Конкретизируется у нас задача, уточняется порядок проведения обследования на данном объекте, порядок обсуждения и, собственно, оформление результатов. По итогам обследования рабочей группы у нас оформляется акт обследования ОСИ. Хотелось бы отдельно остановиться, что зачастую у нас встречаются такие ошибки, когда мы начинаем заполнять паспорт доступности, грубо говоря, с самого паспорта, да? То есть сначала паспорт, потом делаем анкету, и потом уже там акт заполняем и так далее. Мой вам совет, заполнять надо всегда начинать с акта обследования, а точнее с приложений. Если вы уже видели новые формы у нас, да, паспортов, которые в последнее время существуют, что к акту обследования у нас есть 6 приложений. Это приложения по 6 основным функциональным зонам, которые мы обследуем. У руководителя объекта запрашивается, поэтажный план здания из технического паспорта, да, и формируется маршрут обследования. Обследуются у нас подходы к объекту, да, территория объекта и парковка, если есть, входы в здание, доступные для инвалидов, пути движения к объекту, непосредственно самая наша главная зона – это зона оказания услуг и санузел для инвалидов. В ходе обследования у нас выполняется фотографирование основных структурно-функциональных зон и функционально-планировочных элементов. Опять же, что хочу сказать, все подряд фотографировать не надо, потому что это получается потом в результате каша, и не видно ничего. Обычно достаточно 5-6 фотографий, либо это будет фотография непосредственно самой зоны, либо, если это какие-то, например, проблемный элемент, например, можно его сфотографировать и приложить. Эти материалы, фотографии, они у нас прилагаются к акту обследования ОСИ.
Сам акт обследования оси, после того, как его заполнят, подписывается у нас руководителем и всеми членами рабочей группы, да, которые принимали участие в работе, и в том числе представителем обследования организации, ну и об этом я еще расскажу больше, попозже немножко, это когда, например, ваша организация арендует помещение в каком-либо здании. Ну и еще у нас, как правило, привлекается в рабочую группу представитель общественной организации инвалидов. То есть у него подпись должна стоять. Если у нас ОСИ, что такое ОСИ, я вам рассказывала в прошлом вебинаре, занимает только часть объекта недвижимости, здания, сооружения, участка, то с точки зрения оценки доступности ОСИ и оказываемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, да, вот у вас на экране это будет вариант 3. Следует описывать состояние доступности этой части здания или сооружения. И дополнительно к нему пути движения через другие части здания, прилегающих к нему участка территории. То есть все здание обследовать. Если вы находитесь, например, занимаете 2 кабинета, да, обследовать не нужно. Вы обследуете ровно ту часть здания, в которой расположена ваша организация. Что надо еще тут сказать, что зона ответственности, так называемая, руководителя организации, которая занимает часть объекта оси, да, с точки зрения обеспечения доступности объекта услуг, распространяется только на эту часть здания. Поэтому, если вы арендуете у нас помещение, да, а пути у нас движения к этой части здания как бы находятся не в вашем видении, то, соответственно, и ответственность за данную зону, да, например, за входную группу, за пути движения, она находится в зоне ответственности той организации, в чем видении находится здание. Но при этом, при составлении паспорта, вы все-таки обследуете эти зоны тоже. Если учреждение или организация занимает несколько зданий и сооружений, ну, это может быть как на единой территории, так может быть территориально разделены, да, то есть это у нас вариант 1, то у нас обследуется каждое самостоятельное здание. Оно является у нас оси, соответственно, и получается, что сколько у нас зданий, столько будет и паспортов доступности оси у учреждения. Если оно занимает 3 здания, допустим, будет корпус 1, корпус 2, корпус 3, да, то у нас будет у этого учреждения 3 паспорта доступности. При отсутствии у организации, в чем видении находится здание закрепленного участка или прилегающей территории, зона ответственности за доступность участка, соответственно, на руководителя организации не распространяется. При оценке доступности оси информация об этом указывается обязательно в документах. Это в анкете информация об оси, в акте обследования, где отмечается необходимость оценки состояния доступности. При необходимости может быть прописана адаптация, например, прилегающего участка, однако ответственность за адаптацию уже, например, прилегающего участку, да, соответственно, организация работ уже на руководителя организации не распространяется. Она будет у нас распространяться на того руководителя, в чем видении находится данный участок или прилегающая территория. По результатам обследования и оценки технической документации рабочей группы готовится проект заключения о состоянии доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также предложение по его адаптации, а именно, то есть по обустройству в порядке текущего или капитального ремонта, по приобретению технических средств для адаптации, по организации каких-то альтернативных форм обслуживания. Ну, это обычно случаи, если отсутствует возможность обустройства здания. Информация из представленной анкеты оси и акта обследования оси, она у нас является основной для составления паспорта доступности оси. По результатам анализа акта обследования оси вносятся у нас дополнительные сведения в паспорт доступности оси и, соответственно, в реестр оси, который ведется у нас в организации, если у нее несколько зданий. То есть по результатам обследования, после того, как мы заполнили с вами все приложения к акту обследования оси,
Я еще об этом чуть сейчас попозже расскажу, на что обращать внимание и на какие таблички заполнять и так далее. Эта вся информация, она аккумулируется в самом акте обследования оси. Из акта обследования оси мы заполняем потом анкету обследования нашего объекта, и уже после того, как мы заполнили анкету, заполняем сам паспорт доступности. Вот в таком порядке вы должны организовать работу и провести обследование, чтобы у вас не было ошибок потом в дальнейшем. Значит, для решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры разработана была классификация форм инвалидности, которую условно называют Пинтада-Козгу. Значит, согласно этой Пинтаде Козгу у нас доступность объекта устанавливается в целом по объекту и по каждой категории инвалидов. Вот у себя на экранах вы сейчас видите вот такую табличку, да, что у нас обозначает. Буковка К — это у нас люди, передвигающихся на креслах-колясках. Буковка О — это с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Буква С — с нарушениями зрения. Буква Г — с нарушениями слуха. И буква У — это с нарушением умственного развития. Вот эти 5 категорий инвалидности, да, мы будем рассматривать и иметь в виду, когда будем с вами обследовать наши оси. Значит, в каждой из заполняемых в процессе паспортизации документов, это и в паспорте доступности оси, в анкете к паспорту доступности и в акте обследования оси, имеется вот такой раздел, раздел 3 «Состояние доступности объекта». В нем последовательно у нас заполняются пункты и подпункты. Значит, вот вы на себя на экране сейчас их видите. Путь следования к объекту пассажирским транспортом. Здесь у нас описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту. Время движения пешком в минуту. Значит, так, я, наверное, перескочила. Значит, расстояние до объекта от остановки транспорта общественного, да, мы измеряем в метрах. Потом идет время движения пешком в минутах от этой остановки до объекта. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути указывается да или нет, потому что у нас и так может быть. Значит, наличие перекрестков нерегулируемые, может быть, регулируемые со звуковой сигнализацией, может быть, с таймером. Все это прописывается. Наличие информации на пути следования к объекту. Это акустическое, тактильное и визуальное. То есть, может быть, у вас стоит где-то мнемосхема перед объектом, да, объясняя, что это за объект. Возможно, вы адаптировали пути следования к своему объекту контрастными цветовыми полосами и так далее. Вот это как раз здесь все и прописывается. Ну и наличие перепадов высоты на путях движения, описание их обустройства, это у нас в основном важно для инвалидов, которые передвигаются на кресле-коляске, да, потому что слишком большие, если будут перепады, то, соответственно, они их уже преодолеть не смогут. Затем, значит, проводится у нас оценка варианта организации доступности, формы обслуживания на объекты, результаты которой заносятся вот в такую табличку. Пункт 3.3 в акта обследования оси. В таблице у нас сопоставляются два основных параметра. Это вариант организации доступности объекта, то есть форма обслуживания, да, и категория инвалидов по основным видам нарушений, то есть КОЗГУ. Варианты организации доступности оцениваются в этой таблице следующим образом. Что мы там проставляем? Вариант А – это доступность всех зон и помещений, то есть так называемая универсальная доступность. Вариант Б, вот мы не вчера, а на предыдущем вебинаре как раз и разговаривали, да, варианты А и Б, что значит? Вариант Б – это когда у нас выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. Вариант ДУ – это обеспечена условная доступность, то есть помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно. И может быть вариант вот такой – ВНД – временно недоступна, то есть доступность не организована. То есть для какой-то категории, например, у вас пока доступность не организована. Может быть так. Ну вот здесь вы видите у нас схему организации доступности. По варианту А, когда у нас все зоны абсолютно доступны на объекте, то есть практически любой этаж, то есть
есть любой категории инвалид вот пришел и пошел куда надо, ему зашел. И вариант Б, когда у нас выделяется специальное помещение, как правило, это ближе к входу, вот, и там организовывается доступность. Она там тоже может быть либо универсальна для всех категорий людей с инвалидностью, либо может быть для каких-то конкретных. Например, у вас для колясочников будет организовано по варианту Б, а по варианту А у вас будет, например, для всех остальных категорий. Так тоже можно. Выделяют следующие 6 основных структурно-функциональных зон оси. Значит, это у нас территория, прилегающая к зданию, участок, вход в здание, пути движения внутри здания, зона целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения, ну и система информации на объекте. По каждой из перечисленных зон выделены общие требования к оценке ее состояния доступности, а также определены функционально-планировочные элементы, о которых вот как раз рассказывала на предыдущем вебинаре. То есть это составные части зоны, да, которые мы, в принципе, и оцениваем, чтобы нам понимать, как их оценить, что туда входит в эту зону, да, и какую оценку мы можем поставить. В зависимости от наличия на конкретном объекте соответствующих зон, а также наличия или отсутствия специально выделенных мест и путей движения для инвалидов, во-первых, определяется у нас вариант обслуживания маломобильных граждан на объекте, то есть А или Б, а во-вторых, определяется объем и последовательность обследования имеющихся зон. Допустим, что у вашей организации нет территории, прилегающей к объекту, соответственно, мы в первом предложении пишем, что организация закрепленной территории не имеет, и, соответственно, мы ее не обследуем. То есть мы смотрим только то, что у нас имеется. Результаты обследования имеющихся зон отражаются в следующем пункте. 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон. Раздела 3. Состояние доступности объекта. И вот данный раздел, он у нас есть как в акте обследования оси, так и в паспорте доступности оси. То есть эта табличка у нас она 2 раза повторяется. Эта часть указанных документов является практически центральной для оценки состояния доступности оси. То есть при итоговом каком-то заключении, да, рабочей группы мы будем опираться в основном на эти 2 таблицы. Поэтому они должны быть у вас одинаковые. Не должно быть различий, что в акте у вас прописана одна доступность, а в паспорте почему-то другая. Это будет неправильно. В этой таблице у нас по каждой функциональной зоне необходимо описать доступность для всех, повторяю еще раз, для всех 5 категорий инвалидности. Не надо указывать просто ДУ и все. Вы указываете конкретно ДУ и в скобках. А для каких именно категорий у вас она, например, доступность условно? У вас, может быть, для кого-то будет доступность и по варианту Б, пути движения, например, а для кого-то это будет и ВНД. То есть это надо смотреть. Данная таблица, она у нас перекликается с таблицей 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания. Так предыдущая, которую мы с вами смотрели и разбирали. В таблице в этой указываются результаты оценки каждой структурно-функциональной зоны, для чего используются результаты их обследований и оценки по каждому функционально-планировочному элементу, который представлен в приложениях к акту. Да? То есть мы с вами сначала заполнением приложения к акту обследования оси по данной зоне, например, к территории, да? Там мы с вами прописали доступность, какую вы там решили коллективно, да, что она у вас такая. И оттуда, мы сейчас еще немножко подробнее потом остановимся, я вам покажу, переносим сюда эти данные. При оценке состояния доступности каждой из зон определяется соответствие параметров доступности для каждого структурно-функционального элемента. Значит, оценка состояния доступности, она у нас может быть разная. Вы перед собой видите некую такую схему со всеми возможными вариантами доступности, которую можно будет сейчас использовать при оценке доступности зон. Итак, мы их сейчас разберем с вами. Оценка состояния доступности. Первый вариант у нас: объект доступен полностью всем. Что это значит? Эта оценка дается в случае соответствования требования нормативных документов
проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам и для всех категорий инвалидов, как с точки зрения досягаемости, безопасности, так и информативности и комфорта. То есть это так называемый вариант А, когда у нас все для всех доступно и всем все хорошо. Именно этот вариант состояния доступности у нас объекта соответствует требованиям универсального дизайна. В этом случае у нас никаких дополнительных мер по адаптации объекта для маломобильных граждан не требуется. А напротив, такой объект может быть рекомендован как базовый, что называется, основной для обслуживания инвалидов всех категорий. Следующая у нас оценка состояния доступности – это объект доступен полностью избирательно. Эта оценка дается в случае соответствия нормативным требованиям как по досягаемости и безопасности, так и по информативности и комфорта по варианту А всех 6 функциональных зон, вот тут вот внимание, но для каких-то отдельных категорий инвалидов. То есть, если у нас с вами, например, доступны все зоны на объекты, ну вот сделали мы такую хорошую адаптацию, но они доступны для какой-то одной категории. Например, для колясочников мы с вами все сделали. Значит, у нас с вами будет оценка состояния доступности, доступен полностью избирательно, и в скобочках мы с вами указываем К буковку. И тогда будет понятно, что у нас все 6 зон функциональных доступны для колясочников, да? Вот. Если это для 2 категорий, значит в скобках указывается для 2. То есть в скобках надо обязательно указывать, для каких конкретно категорий инвалидов у нас доступен объект. Потому что бывают ошибки такие, что напишут доступен полностью избирательно и не указано, а для каких категорий. То есть это непонятно ни как человеку с инвалидностью, ни как, вот, например, мне, когда я проверяю паспорта, что это и подразумевается. И обращаю ваше внимание, для всех 6 функциональных зон. Значит, при такой оценке состояния доступности оси, при наличии технических и финансовых возможностей у нас рекомендованы мероприятия до обустройства, до адаптации, объекта, в первую очередь, чтобы для остальных категорий инвалидов был доступен. То есть мы постепенно выходим из этой оценки состояния доступности на универсальный дизайн. Следующая у нас оценка – объект доступен частично всем. Вот данная оценка, она дается в 2 случаях. Во-первых, у нас если есть соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон, но, обратите внимание, не всех 6, а со 2 по 4, то есть это у нас вход, пути движения и зона обслуживания, самое главное. То есть когда обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. И во втором случае, когда дается такая оценка, это когда обустроены специально выделенные пути и места обслуживания по варианту Б. По варианту Б, то есть выделены на уровне входной площадки обычных, да, на уровне 1-го этажа, грубо говоря, ближе к входу специальное помещение, зоны или блоки, которые приспособлены и оборудованы для обслуживания инвалидов. При такой оценке состояния доступности оси рекомендуется, что у нас обустройство во второй очереди, да, как требующее больших по сравнению с предыдущим вариантом средств времени, более сложных, может быть, технических решений, на что мы направляем. Запомните, значит, доступно частично всем, дается у нас оценка. Если всем, то значит для всех категорий, но здесь у нас не все 6 зон функциональных доступны, да, а основные – вход, пути движения и зоны обслуживания. Тогда можно указывать такую вот оценку. Следующая, значит, у нас оценка – это объект доступен частично избирательно. Так, подождите, перепутали мы. Доступен всем, частично всем. Это я написала. Значит, я здесь еще, наверное, скажу тогда, что может быть вариант объект доступен частично избирательно, и в скобочках указываться категория инвалидов, значит, для каких он доступен. Значит, в каких случаях дается эта оценка? Это у нас соответствие нормативам лишь основных функциональных зон, да, то есть 3 для отдельных категорий инвалидов по варианту А. То есть
у нас может быть доступен частично избирательно, и в скобках прописана, например, буковка К для колясочников. То есть там все сделано для колясочников, но вот основные зоны мы предусмотрели. Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов по варианту Б. Ну, конкретно прописывается в данном случае у нас категория инвалидов. Это чтобы понимали, что может быть у нас доступно частично всем и может быть доступно частично избирательно. И когда вы ставите доступно частично избирательно, пожалуйста, прописывайте обязательно для каких категорий. Значит, следующая у нас оценка. Объект условно доступен, ДУ. Могут быть варианты доступен условно всем или доступен условно избирательно. Эта оценка дается в случае, если требования нормативных документов и в проектировании вообще и в строительстве не выполнены или технически невозможны. Значит, решение вот об условной доступности принимается при исполнении следующих условий. Это обязательно согласование с представителями потребителя, то есть это у нас общественные организации инвалидов, в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных зон, да, ну вот если они скажут, ну хорошо, ладно, давайте, вот мы допустим, что такое возможно, то вы можете смело ставить доступность условно. И еще у нас есть вариант при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, да, в том числе с использованием дополнительных каких-то индивидуальных технических средств, да, например, это могут быть подъемники, да, какие-то скаломобили и так далее, либо сопровождение переводчика жестового языка. И такая же оценка у нас дается, если в организации организована иная альтернативная форма обслуживания, то есть на дому, на другом месте пребывания инвалида, да, дистанционно, может быть, даже в другом учреждении, как вот договоритесь. При такой оценке состояния доступности оси проведение мероприятий по техническому обустройству в связи вот может быть с особенностями архитектурно-планировочными здания невозможно, либо они могут быть выполнены, но в порядке капитального ремонта, то есть на это требуется больше времени, больше затрат. Соответственно, для адаптации оси необходимо организовать, первое, это обязательно помощь сотрудников со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуги, либо иную форму доставки услуги на дому, дистанционно или, может быть, на другом объекте. Следующая у нас оценка состояния доступности – это объект временно недоступен, ВНД. Это у нас оценка дается в случае, когда архитектурно-планировочные или организационные решения отсутствуют, либо не выполнены или требуют каких-то дополнительных согласований. Значит, что именно здесь имеется в виду? Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям, и при этом нет альтернативной формы обслуживания. Тогда у вас будет оценка ВНД. И объект будет считаться временно недоступен до тех пор, пока не будет принято решение об организации альтернативной формы обслуживания. При такой оценке состояния доступности оси обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта либо реконструкции. Надо сказать, что зачастую у нас наши организации общественные инвалидов, они часто бывает ставят такую оценку временно недоступен. Думаю, что вот по этому поводу как бы переживать не надо. Если временно недоступен, всегда можно перейти от этой формы оценки состояния доступности к доступности условно, если все правильно организовать помощь персонала на объекте. Ну, либо предоставлять услуги каким-либо другим путем, да. Следующая у нас оценочка может быть и такая: объект обустройству не подлежит, буковка вот X. Она дается в случае, если на объект и его участки, в соответствии с его назначением, изначально не предусмотрен доступ инвалидов. Но это могут быть какие-то военные объекты, это может быть памятники архитектуры, да, старинные какие-то у нас музеи и так далее. То есть как бы изначально не строилось под людей с инвалидностью. Или у нас объект просто ветхий, аварийный, соответственно, его уже обустраивать нет смысла. Вот такие у нас основные оценки состояния доступности, которые вы можете использовать при работе. Итак, перейдем у нас к пункту 3.5. Значит, мы с вами заполнили две таблицы 3.3, 3.4, да, на основании наших с вами
обследований. Вот, и перед нами стоит пункт 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси. Он у нас содержится в паспорте доступности. Да? Итоговое решение выносится на основе коллегиального обсуждения членами рабочей группы, подписывается у нас руководителем и всеми членами рабочей группы, утверждается руководителем. Да? Должно быть приведено в итоговом заключении не просто стоять, а одну букву, например, доступен условно, и все. А должно быть приведено краткое письменное обоснование вынесенного решения о состоянии доступности объектов для различных категорий. Для примера я сейчас вам почитаю, как это может быть, в какой оно форме желательно, чтобы было. Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг, согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителями потребителя, да, это наши общественные организации инвалидов, позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла, а именно там ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решетки, поручни, приведение в соответствии с нормативными требованиями системе визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройство санитарно-гигиенического помещения. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном же развитии системы информации на объекты с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения. Вот примерно вот так должно выглядеть ваше итоговое заключение об объекте, из которого будет сразу все вам понятно, что вам нужно сделать для того, чтобы у вас объект был доступен в той или иной степени, и, соответственно, вы потом, опираясь на итоговое заключение о состоянии доступности оси, будете уже включать мероприятия в свою дорожную карту. Значит, при технической невозможности выполнения всех требований может быть принято решение об обустройстве некоторых из записанных зон. Значит, что здесь важно? Важно обустройство зоны 4. Это наша основная зона основного целевого назначения, то есть зона оказания услуг обязательно, да, и пути движения к ней. Либо выделенные специальные зоны, да, для обслуживания инвалидов на объекте. Тогда в первую очередь мы обращаем внимание именно на эти зоны. А потом уже мы с вами смотрим, как у нас там дела с санитарно-гигиеническими помещениями, да, и так далее. Техническая невозможность обустройства путей движения, лестницы, например, да, это сложно, как может быть на территории, так и внутри здания, может быть компенсировано альтернативным индивидуальным решением, как я уже говорила, путем использования индивидуальных средств. Это, например, шагающий подъемник с помощью постороннего лица, в первую очередь это сотрудник учреждения или организации, находящейся на данном объекте. При этом у нас должны быть обеспечены средства информации и связи, например, кнопка вызова персонала данного объекта для оказания содействия посетителю. То есть вы при итоговом заключении должны сразу подумать, а что нам надо сделать для того, чтобы у нас инвалид какой-то категории, да, попал. И расписывать в итоговом заключении надо все категории инвалидов. Не надо расписывать только буквы, не надо расписывать только какую-то одну, то есть надо смотреть очень внимательно и комплексно. Но в любом случае у нас всегда остается обеспечение доступности предоставляемых услуг в альтернативной форме, да, но об этом надо тоже указывать, может быть на сайте учреждения, может быть там где-то, например, в холле памятки какие-то и так далее. Это оказание услуг на дому, если такая возможность, да, и предоставление услуг в дистанционной форме. Либо может быть и такое, что по договоренности с другим учреждением или с другим объектом
организация предоставления услуг там. Главным критерием при оценке состояния доступности каждого элемента является наличие отклонений от установленных нормативов или замечаний к требованию общего характера и рекомендованным параметрам. При этом в приложении к акту обследования оси, соответствующим конкретной обследуемой структурно-функциональной зоне оси, производится запись в разделе 1. Результаты обследования структурно-функциональной зоны объекта. Вот вы видите перед собой эту табличку, как она выглядит в приложении к акту обследования оси. Значит, где у нас отмечается наличие элемента в обследованной зоне, да? Затем в графе «Выявленные замечания» кратко надо описать суть замечаний или отклонений. В графе «Значимо для инвалида» отмечается категория инвалида, для которого соответствующий параметр имеет отклонение. Ну, например, у вас, возьмем территория, прилегающая к зданию, и у вас, например, есть бордюры, которые высокие и непреодолимые. Для кого это будет значимо? Значимо будет для инвалида, передвигающегося на коляске, да? Потому что он до вас не дойдет. Здесь же делается у нас отметка о номере описываемого элемента в плане объекта, и если произведен был фотоснимок, номер фотоснимка указывается. Далее в графе «Работы по адаптации», вот если вы видите на экране сейчас, вносятся конкретные предложения по мероприятиям, направленным на адаптацию каждого функционально-планировочного элемента. А в графе «Виды работ» указывается один из вариантов «Не нуждается», то есть доступ у нас обеспечен. Работы, порядки ремонта. Это может быть текущий ремонт, пишем тогда ТР, либо капитальный ремонт, КР. Может быть индивидуальное решение с использованием ТСР, технических средств реабилитации общего пользования, либо технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания. То есть, например, с помощью сотрудника учреждения. Вот здесь мы все, значит, с вами подробно в эту табличку в акте по каждой зоне обследуем, да, по каждому элементу. Есть лестница, пишем, есть лестница, оно относится, допустим, у нас к этой зоне, да, все про нее написали. Если у нас этого элемента нету, об элементах, которые входят в каждую зону, мы с вами разговаривали на прошлом вебинаре, тогда пишем, элемент отсутствует. В своде, то есть вот под разделом 1 у нас идет прямо на одной страничке расположено раздел 2 заключение по зоне. Вот вы видите. В своде, значит, раздел 2 заключение по зоне, приложение к акту обследования оси. Делается общее заключение о доступности и о рекомендациях по адаптации всей зоны по описанным выше параметрам. При необходимости дается какой-то комментарий к заключению. То есть здесь на основании первой таблички мы с вами там все проставили по нашим элементам, которые наполняют эту зону, да, посмотрели, да, и здесь делаем выводы. Вот в этой табличке во второй как бы общий вывод по этой зоне. Доступна она у вас, недоступна. Может быть, она у вас доступна частично избирательно для каких-то категорий, для каких-то она будет ДУ, для каких-то она будет вообще ВНД. Все это вот решается и записывается сюда. Данные из этого раздела, из этого второго раздела заключения по зоне вносятся у нас в раздел 4 «Управленческое решение акта обследования оси». То есть мы с вами аккуратненько после того, как заполнили все приложения к акту обследования оси и общие выводы, так сказать, в табличке вот этого второго раздела сделали, вот оттуда мы берем данные и вносим в эту табличку, чтобы не было опять отсебятины. То есть там одно, здесь несоответствие. У вас должно быть все соответствовать. Эта табличка 4.1 повторяет форму раздела 2 заключения как раз по зоне приложения к акту обследования оси. И по сути она является сводом данных из соответствующих разделов всех приложений к акту обследования оси. То есть мы там сделали, потом сюда перенесли, перед нами сразу будет картина ясна, что у нас в целом по объекту. Здесь указывается один из вариантов видов работ: не нуждается, ремонт текущий или капитальный, да, индивидуальное решение с ТСР или технические решения невозможно, организация альтернативной формы обслуживания. После завершения ввода всех данных из приложений к акту обследования оси в строке 8
таблице, вот видите, на красном выделено все зоны и участки, да? Здесь указываются сводные, обобщенные данные по всему объекту, по всем обследованным зонам. То есть вы посмотрели, да, вы вот вынесли рекомендации и смотрите. Больше всего у вас получается, ну вот, пример вот вы видите перед собой, например, что необходим текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР. То есть при планировании вы уже будете понимать, да, что нам нужно такой ремонт, и нам надо приобретать какие-то технические средства реабилитации общего пользования. Далее у нас указывается период в акте обследования оси, вот перед вами проведение работ, ожидаемый результат, то есть что вы хотите после этих работ получить. Это может быть не сразу ожидаемый результат, что доступен полностью всем, это может быть и более для начала доступен, например, избирательно для каких-то, да, частично избирательно, полностью избирательно и так далее. То есть здесь варианты могут быть разные. Если удастся сразу у нас осуществить доступен полностью всем, будет просто великолепно. Также у нас указывается, для принятия решения требуется, не требуется именно согласование работ с надзорными органами, да, техническая какая-то экспертиза, либо согласование с вышестоящей инстанцией. Если имеется заключение уже уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, указывается название, а также наименование документа и дату заключения. Информация из акта обследования оси вносится в паспорт доступности оси. Вот основное, на что надо внимание обратить при заполнении паспорта, и в основном здесь наиболее частые и встречаются ошибки. То есть сначала мы заполняем всегда приложение к акту обследования оси, потом сам акт обследования оси на основании обобщенных данных, да, из приложений, итоговых заключений. Дальше мы это переносим в анкету, и из анкеты в паспорт. То есть у вас должно быть везде соответствие одной. Итак, паспорт мы с вами заполнили, и по итогам заполнения паспорта доступности оси сейчас у нас заполняется дорожная карта оси. Вот вы перед собой видите, как она выглядит. В реализации дорожной карты оси у нас предусмотрены этапы. Первый этап – это неотложные мероприятия, второй этап – это отложенные мероприятия, и третий – итоговые мероприятия, и соответствующие виды работ и сроки выполнения. Немножко остановлюсь про первый этап – неотложные мероприятия. Что сюда может входить? Сюда могут входить малозатратные или незатратные мероприятия. Например, вы хотите организовать на своем объекте доступность условно, и, соответственно, вам надо издать приказ о закреплении людей, которые будут отвечать у вас, за те ситуации, да, ситуационную помощь оказывать, когда к вам придет на объект человек с инвалидностью. Это так называемые неотложные мероприятия. Здесь могут входить и в том числе и эта ситуационная помощь, может быть инструктажи и так далее. Второй этап — отложенные мероприятия. Здесь вот уже надо будет смотреть. Это идет больше уже с затратами финансовыми какими-либо, да, и здесь мы уже конкретно по зонам прямо будем прописывать с вами, какие ремонтные работы мы хотим заполнить и так далее. Вот сейчас мы с вами посмотрим. Вот при заполнении мероприятий дорожной карты, вот пункт 3 раздела 2 у вас идет, вот начинается создание условий индивидуальной мобильности и так далее. И вниз, видите, у вас распределено 3.1 территория объекта, ремонтные работы, 3.1.1 пункт. И вот в этом пункте мы подробно прописываем по территории объекта, какие ремонтные работы мы хотим сделать для того, чтобы у нас территория была доступна. Если в этом есть потребность приобретения технических средств адаптации, прописываем, какие технические средства адаптации мы хотим приобрести для того, чтобы у нас было доступно. Соответственно, в столбце 4 у нас, где прописаны у нас работы, дополнительно указываем год, когда мы хотим произвести эти работы, да. В столбце 5 документ, который может быть предусмотрено исполнение мероприятия с указанием источника финансирования. Например, это может быть в рамках реализации программы «Доступная среда». Это может быть какой-то республиканский бюджет, федеральный бюджет, может быть иной источник финансирования и так далее. Это все прописывается. Обязательно мы указываем, для каких категорий инвалидов будут проводиться работы на объекте, чтобы нам с вами понимать, да, для чего мы это делаем и зачем мы покупаем то или иное техническое средство адаптации.
Ну, вот в таком ключе она довольно несложно заполняется, данная карта. Что она вам дает? Дорожная карта — это своего рода как план адаптации. То есть вы видите, что вы должны сделать, в каком году вы должны заложить средства, например, да, на исполнение данного мероприятия. И как бы, поскольку это сопоставляется с паспортом доступности, то есть у вас постепенно будет улучшаться доступность вашего объекта. Еще немножко хочу рассказать про технические средства обеспечения доступности. Многие их путают с индивидуальными, но технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры — это считаются пандусы, тактильные плитки, автоматические системы открывания дверей и так далее. Данные технические средства предназначены для коллективного пользования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, устанавливаются стационарно на объекте, да, и приспосабливают его таким образом для использования категориями различными инвалидов. Значит, технические средства обеспечения доступности могут классифицироваться по функционально-целевому признаку. Это технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию, технические средства, используемые на входе в здание, технические средства, используемые на путях движения, использование в зоне целевого назначения и так далее. Для того, чтобы вы понимали, как это может быть. Значит, еще хочу рассказать, что у нас информация о состоянии доступности оси размещается на сайте государственной программы «Доступная среда». Ну, или можно просто жить вместе еще по-другому. Значит, на котором есть карта доступности объектов субъекта Российской Федерации и, соответственно, мы размещаем о своем объекте там информацию. Данный информационный ресурс необходим для людей с инвалидностью, ну и специалистов, которые работают с данной категорией людей. Поставщиком информации для наполнения данного сайта является учреждение различной ведомственной принадлежности. Да? Ну а пользователи сайта могут получать здесь информацию об самом объекте, об услугах, которые предоставляются, о доступности, о наличии адаптированного транспорта, остановок и так далее. То есть полностью о том, как добраться до вашего объекта для того, чтобы получить услугу, если он хочет сам. Надо сказать, что размещение самой информации осуществляется кураторами данного сайта. Обычно он у нас назначается один на все ведомство. У нас, например, в соцзащите, например, это я, то есть ко мне поступает вся информация, которую хотят учреждения разместить на сайт. Я уже захожу под своим паролем на данный сайт и размещаю информацию. Ну вот, в принципе, и все, о чем мы хотели сегодня с вами поговорить. Телефон еще покажу. Спасибо большое, Оксана Андреевна, очень интересно. Я так думаю, что это достаточно доступно, да? Я надеюсь. Да. В принципе, вот сегодня мы закончили серию вебинаров онлайн-курса «Доступная среда». Еще раз хочу напомнить, что после каждого вебинара у вас есть возможность пройти тест, то есть проверить свои знания по конкретному вебинару. То есть под каждый вебинар свое тестирование разработано. Далее еще хочу напомнить всем, что если у вас возникают вопросы, обязательно пишите нам. Если есть возможность, можете сегодня на сайт писать, либо написать к нам в Институт развития образования, Центр сопровождения специального инклюзивного образования. Мы обработаем все ваши вопросы, свяжемся со специалистами. Если это будет касаться как раз вот заполнения паспортов, да, то это будет Оксана Андреевна, прошу прощения, да, которая подключится к нам, да, и мы составим какие-то рекомендации, возможно, пригласим вас, либо свяжемся с вами, да, по электронной почте, возможно, по телефону, да, и да, сможем вам помочь в каком-либо вопросе, если они у вас, конечно, возникнут. Ну, а на сегодня хочу сказать огромное вам спасибо, что приняли участие. Вот, вам всем огромное спасибо, что вы посетили наши вебинары. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. До свидания.